В Абхазии находится много мест, прославивших ее, и среди них пещеры в горном массиве Арбаика на Гагрском хребте. Оговоримся сразу, в интернете пишут арабика, и это неверно. Ауар-Баика – вершина орла, утверждают абхазские историки и краеведы. Пастухи альпийских зон и охотники еще в древности знали о глубоких провалах в горной местности Абхазии и давали им свои абхазские названия. Много десятилетий пальма первенства в звании самой глубокой пещеры принадлежала французским пещерам Пьер Сен-Мартен и Жан-Бернар, уходящим в недра земли на 1600 с лишним метров. Однако в 1960 году произошло событие, которое постепенно стало лишать их лидерства. Пещер очень много в Абхазии. Они рождаются в пластах из известняка. Это карст называется. Карст, крас, камень. В переводе означает камень. Сама Нагорье Карст в бывшей Югославии была Нагорье Карст. Вот люди смотрят, прошли века, и гора начала лысеть. Потом, значит, люди обратились, куда это, леса и тому подобное, куда они исчезли, начали вообще преследовать. И поднялись на вершине горы, увидели глубокие трещины, увидели. И потом с помощью того времени снаряжения они как-то спустились под землей и увидели великую фантазию природы. Вот это обыкновенные камни, они превратились в причудливые фантастические фигуры там под землей. Наши горы состоят из пластов известняка. Пласт известняка имеет 2 километра 750 метров в Гагрском массиве. И вот и поэтому у нас должны быть самые большие пропасти в мире. На Пиренейские горы и так далее, там в Альпах, в Австрии и так далее, тоже есть большие пласты известняка. Там не найдены такие, нет у них такой, у них мирового рекорда не будет. Если Эверест крыша мира, то дно мира находится в Абхазии. И наш рекорд никто не может побить. В 20-е годы прошлого века провал на Арбаике разведал основоположник русской советской карстологии Александр Крубер. Но он прошел всего несколько метров. В 1960 году совместная абхазо-грузинская группа спелеологов прошла уже 307 метров. Среди них находился географ Демян Адлейба, который был награжден дипломом Верховного Совета АССР. Его сын рассказал нам историю погружения и показал документы. В 1962 году одна экспедиция приехала с Москвы. Они изначально были в Тбилиси, насколько я помню, по его рассказам. Потом они попали в Абхазию и по нашим горам ходили, искали именно вертикальные пещеры. По дороге, по горам, где они ходили, кто-то им подсказал или сами увидели. У меня есть также документы, которые утверждающие, что они одни из первых, которые посетили эту пещеру. Теми, что они имели, они спустились около 180. Даже был момент, когда у них трос в самой пещере оборвался. Но, к счастью, никто из них не пострадал. Он с одним русским спускался, я, к сожалению, не знаю ни имени, ни фамилии его. А остальные там еще 4. По его рассказам их было 6 или 7 человек, точно не могу сказать. Кое-как помогли их, вытащили оттуда. В 1960 году институт имени Вахушти, они приехали сюда, значит, группа спелеологов, это ученые из Тбилиси. Наши ребята взяли, которые эту дорогу хорошо знают, эти Гагрский массив хорошо знают. В основном Гивис Мыр и этот Игорь Цнария, сейчас он археолог, как вы знаете, он известный археолог. Демян Адлейба, это был мой брат, старший брат. Потом
Валерий Гумба. И вот они поднялись на этой вершине и спустились с помощью, ну, тогда делали металлические лестницы, скручивали эти лестницы, потом раскручивали, с помощью карабина связывали лестницы, и так они спускались. Они спустились до глубины 307 метров. Был установлен тогда всесоюзный рекорд. Надо отметить, что в 1968 году в Сугуме функционировала абхазская секция спелеологов. Сюда вошли Зураб Адзенба, Семен Адлейба, Гивес Мыр, Валера Гумба, Вианор Пачуля, Владимир Юшин, Алла Эпштейн и другие. Однако абхазские спелеологи производить глубокое исследование пещер не могли ввиду отсутствия оборудования. Пещера официально регистрируется, когда проходит полное ее исследование. В 80-х годах советские ученые провели на Арбайке эксперимент по трассированию подземных вод и лишний раз подтвердили наличие там глубочайшей в мире карстовой гидросистемы. Они окрасили воду подземных рек безвредным веществом флуоресцином и снабдили водные источники у подножья горы ловушками, которые вскоре зафиксировали выход флуоресцина. Стало ясно, что комплекс пещер практически не изучен. В середине 80-х киевские спелеологи совершили несколько попыток покорить пещеру Крубера. При помощи скального молотка и перфоратора они смогли продвинуться до отметки 340 метров. Дальше пещера не пустила, проход был слишком узким. Через несколько лет исследование возобновилось, и каждая очередная спелеологическая экспедиция заявляла о выходе на новую глубину – 340, 710 метров и дальше. Остановились на глубине 2191 метр. Есть пещеры вертикальные и горизонтальные. У нас в Абхазии все пещеры в основном вертикальные пещеры. Ну, горизонтальные ходы тоже имеют. У нас много пещер в Абхазии. И это страна спелеотуризма. Карстовая пещера Вороне-Крубера субвертикального типа. Она представляет собой череду колодцев, соединенных между собой перелазами и галереями. Начиная с глубины 1300 метров, основная ветвь разветвляется на множество других ветвей. В донной части известно более 8 сифонов. Пещера находится в известняковой толще, причем донная часть от глубины 1600 метров заложена в известняках черного цвета. Водами пещеры Крубера-Вороне питается самая короткая река в мире – Рапрюа. Эта пещера считалась самой глубокой пещерой мира. Однако в марте 2018 года российскими археологами поставлен новый рекорд, и снова в Абхазии. Пещера глубиной 2212 метров. Ей дали название «Пещера Александра Веревкина», хотя по-абхазски это место звучит «Зоуду». На Бзыбском массиве находится и третья по глубине пещера с абхазским названием Хапкылча, которой дали русское название «Снежная». Выходит, что все три места по глубине занимают абхазские пещеры. Все бы хорошо, но желательно все же вернуть местные названия топонимы. То, что нашли новую пещеру, это его назвали Александр Веревкин. Дезусад Александр Веревкин, который погиб где-то в Средней Азии во время прохождения сифона. Сифон, когда уровень воды поднимается до самого потолка, человек ныряет с помощью гидрокостюма и ныряет там. Но он там погиб, и его друзья, красноярцы его назвали Александра Веревкина. Мы должны сделать всю ревизию, сделать и установить все названия наших пещер.
Пантюхина, пропасть Пантюхина, и где-то около 1000 метров пропасть Пантюхина, это Багья называется, Абацра, это Бзыбский массив. И вот эти названия, они на свой лад они делают, потому что они, никто их не контролирует, они с большим грузом снаряжения проходят через нашу границу. Они самовольно заходят, свои названия делают и уходят. Сейчас мы должны сами установить название, во всяком случае, название пещер, первоначальное название, главное название наших пещер. Мы уже договорились со своими ребятами, которые энтузиасты спелеологии. Мы решили назвать ее именем Владислава Арзенба. Это самая большая пропасть в мире. Еще мы хотим переименовать Багьянская пещера. Багьянская, там Пантюхин тоже погиб в другом месте, его назвали. Потом Илюхина, пропасть Илюхина тоже есть. В Абхазии Владимира Илюхина, я с ним в этих походах ходил вообще, обследование пещер, Шхапач жду. Ну, он погиб в Гагре. В Гагре погиб, ну, вот это мы можем оставить. По правилам Международного союза спелеологов, установление рекорда должно быть подтверждено подробной картой пещеры. Все полученные данные должны быть занесены в специальную тетрадь с несмываемыми страницами. И именно эта тетрадь в качестве доказательства рекордного погружения отправляется в штаб-квартиру Международного союза спелеологов.